Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Эверстов Максим, и я рад приветствовать вас на интеллектуальной игре «Эрудит». Мы рады приветствовать вас на интеллектуальной игре «Эрудит». Сегодня мы погрузимся в мир знаний, вспомним, что такое школьная программа, и докажем, что поисковик – это не всегда единственный способ запомнить, увидеть что-то новое, потому что очень многие сегодня думают, что можно и правила пунктуации, и историю, и биологию, все это буквально в 2-3 клика узнать. Все меньше люди надеются на память, но сегодняшние наши гости, возможно, докажут, что не телефон и не интернет решает, что знает человек, а только он сам с помощью школьной, университетской и, наверное, с помощью саморазвивающей какой-то программы. У нас в гостях сегодня два школьника. Это Зарина Гасанбалаева, ученица Центра глобального образования города Якутска, а также Ильичев Никита из Якутского городского лицея. Они сегодня поборются за право называться эрудитом. И, возможно, один из них не просто победит, но и столкнется дальше в четвертьфинале, полуфинале и финале с другими участниками нашей программы. По правилам, если вы побеждаете, то вы проходите дальше по турнирной таблице. Теперь немножко о правилах нашей сегодняшней игры. У вас есть звоночки, давайте мы их проверим. Если вы готовы ответить, щелкайте по звоночку, я даю возможность ответить. Если вы отвечаете неверно, ваш оппонент, он же ваш коллега, может попробовать ответить. Пожелайте друг другу удачи, пожмите руки. Удачи. Удачи. Вот. Сегодня нас ждет очень много разных интересных вопросов, но прежде чем мы ворвемся в этот вихрь знаний, в этот ураган разных интересных фактов, узнаем немножко о наших участниках. Зарина, хобби твое любимое какое? Я занимаюсь в детской школе искусств, учусь на хоровом отделении. Любимый хобби – это баскетбол и волейбол. Очень люблю им заниматься, достаточно долгое время занимаюсь. Очень разносторонний человек. Хор приносит тебе радость или ты хочешь дальше развивать в себе это творчество? Скорее всего, радость – это вот для меня моя отдушина. Скорее всего, не буду связывать с этим свою жизнь, но мне очень нравится. Ну, наверное, и друзей нашла там. Да, и, очень много. И слышно, что голос у тебя в целом поставлен, слышно тебя отсюда очень хорошо. А спорт, давно занимаешься волейболом? 2 года. И думаешь дальше продолжить заниматься? Думаю, да. Какую позицию занимаешь? Центрально блокирующий. Интересно. Скажи, у тебя, наверное, много друзей. Вы как вместе проводите свободное время? Ну, мы любим гулять, собираться, играть в кругу, в принципе, обсуждать спорт, наши соревнования. Но это очень интересно, спорт очень сближает людей, я То есть считаю. много интересов общих у тебя, у друзей? Да, конечно. Все. Скажи, пожалуйста, Зарина, какой твой любимый школьный предмет? Литература. Литература. Да. То есть ты прекрасно отличаешь одни жанры от других, не забываешь имена героев. Не скажу, просто чтение дается очень сильно легко, это интересно, ну, вот, очень нравится. Выбрала предмет, потому что он легкий? И не думаю, нравится именно. Нравится? Да. То есть в целом дальше будешь читать. Думаю, да. Любимая книга? Портрет Дориана Грея. Отличный выбор, Оскар Вальд. Хорошо, хорошо. Никита, смотри, какой у тебя очень мощный сегодня оппонент. Какое у тебя любимое хобби? Ну, наверное, из нескольких хобби я выбрал бы, наверное, все-таки гитару. Потому что, ну, музыка — это часть моей жизни, как, наверное. Я с музыкой всегда и везде, то есть и в автобусе, и в школе иногда. И даже когда я к вам сюда ехал, я слушал немного музыки. Отлично. Ты знаешь, недавно был праздник, День музыки. По-моему, 1 Да. октября. Вот. На гитаре сколько лет уже играешь? 2 года 2 года. с лишним. Любимая песня, которую прям можешь сыграть в любое время дня и ночи? Любимая песня, ну, особую любимую песню, наверное, выделить не могу. Ну тогда, которую чаще всего играешь на гитаре. Но чаще всего играю, наверное, все-таки Demolition Lovers, My Chemical Romance. Отлично. То есть, если мы тебя закинем куда-нибудь на площадь Орджоникидзе и Ленина и поставим перед тобой шляпу, мы доберем полную шляпу? Вообще такое уже было. Я на школьной ярмарке собрал довольно неплохой гонорар. Неплохо. Уже ждем твой первый сингл, а там и диск, а там будем тебя лайкать на всяких Спасибо. цифровых площадках. Любимый предмет музыка или нет? Ну, у меня много любимых предметов на самом деле, но могу выделить 4 любимых. Это музыка, химия, биология и литература. Очень обстоятельный молодой человек со своим топом любимых предметов. Сегодня, если нас ждет рубрика «Музыка», Никита, конечно же, я думаю, ответит на все вопросы. И по литературе нас сегодня ждет «Кот в мешке». Поэтому, ребята, готовьтесь, оба любят читать. Я думаю,
ответят. Напомню правила. Простенько нажимаем на кнопочку, на звоночек, если вы готовы ответить. Если нет, можете промолчать и дождаться следующего вопроса. Также напомню, что спонсорами нашей программы являются, во-первых, Ростелеком, который предоставит годовую подписку на Ростелеком лицей. Я думаю, что и человеку с лицея, и вообще любому человеку, который получает образование, это будет важно. Вторым спонсором является Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кирилловича Амосова, который предоставляет квоту на обучение по программе дополнительного образования. Просто вау, но это получает тот, кто проходит самый-самый верх нашей таблицы. Я думаю, это будет один из вас. Я желаю вам большой удачи. Готовы? Да. Вопрос первый. Огромный остров или континент, затонувший в океане очень давно. Атлантида. Верно. Древнегреческий ученый, клятву которого знает каждый врач. Гиппократ. Да, не оставляет Никита шанса Зарине. Атаман, предводитель походов в Сибирь. Ермак Тимофеев. Да, отлично. Солдат 16 века, вооруженный фитильным ружьем. Мушкетер. Верно. Никита рвет и мечет, как говорится. Зарина поближе себе продвигает звоночек, чтобы ответить на следующий вопрос. Как по-другому можно назвать Древнюю Грецию? Одним словом. Эллада. Правильно. Молодец. Жилище крупного феодала в средние века. Так. 5 букв. Замок. Да, правильно. Я уже пытался показать замок. Молодцы. Лженаука о том, как создать золото или бессмертие. Алхимия. Да. На 0 секунд, на 0,1 Зарина не успевает. И верно, алхимия. Священная книга мусульман. Коран. Да, верно. Государство, во главе которого стоит один человек. Царь или король. И это не название государства, это название системы управления. Монархия. Верно. Рядовой член общины монастыря. Кто ходит по монастырю? Не сказал. Я вспоминаю, я помню. Да. Такой, я уже как будто из подсказки. Кто ходит по монастырю? Давайте. 3, 2, 1. Монах. Монах. Верно. Назовите всех 3 главных русских богатырей. В мультиках, фильмах. Их на самом деле больше, как филолог уверяю, что их... Илья Муромец, Алеша Попович и... И... Можно? Да, если он не может, давай. Добрыня Никитич. Да. Отлично. И последний вопрос. Как называется религия у арабов? Ислам. Ислам, верно. Отлично. Очень разные были вопросы. Заставил Никита, конечно, Зарину поволноваться. Я думаю, что сейчас Я не она... успеваю даже. Да, она не успевает, но она реабилитируется, потому что это были общие логические вопросы. Она надеется на то, что Никита хорош в логике, но не хорош в других предметах. Пойдемте дальше. Как вы понимаете, каждая рубрика будет состоять из нескольких вопросов. И я буду давать небольшие подсказки, что за рубрика нас ждет. Например, такой факт. Австралия считает, что она не внизу находится, а в самом верху карты. Что за рубрика нас ждет? Какой предмет? География. География. Готовы? Да. Самый большой океан? Тихий. Тихий. Правильно. На каком материке нет ни одной реки? Антарктида. Правильно. Я даже не успеваю дочитывать вопрос, Никита уже тянется. Так, Зарина, я верю в тебя. Крупное поместье в Бразилии. В Бразилии. Одна из последних букв русского алфавита. Там, в конце. Да. В бразильских сериалах часто говорят, вот, пройдемте на мою. 3, 2, 1. Скипаем вопрос, это фазенда. Как называется туристическое путешествие по воде на большом корабле? Пенсионеры любят покупать себе, например, Круиз. круиз, да. Заледеневшая корка на снегу после короткой оттепели. Наст. Да.
Безумно, безумно Никита вырывается вперед. Я все еще верю, что Зарина покажет ему. Она просто копит силы. Знаете, она как тот спортсмен, который дает большую фору, вот, но догонит Зарина. Я думаю, все получится. Интересный факт, который подскажет, какая дальше нас ждет рубрика. Тигры имеют не только мех в полоску, но и кожа у них тоже в полоску. Что это за рубрика? Биология, наверное. Биология. Сильны в биологии? Наверное. Не думаю. Зарина, пятерка по биологии? Да, Но, думаешь, будут какие-то сложные вопросы, да? думаю, да. Никита, готовы? Да. Поехали. Северная ездовая охотничья собака. Лайка? Да. Какие съедобные грибы появляются первыми? 2 вида грибов, засчитаю любой из этих ответов. На одну букву. Букву подсказываю. 3, 2. Опята? Нет, где здесь О? Это была буква С. И правильный ответ – сморчки и строчки. Строчки. Да. Какие птицы часть пути проделывают пешком с юга? Вопрос непростой, да. И птица с таким странным названием. Как будто стреляют. Первая буква какая? 3, 2, 1. Карастель. А, красиво. Сложно даже ее выговаривать. Сколько ног у паука? 8. 8. Правильно. Глаза на рогах, а дом на спине. Улитка. Правильно. Ну, оба. Но какая реакция у Никиты? Тебе нужно в пинг-понг играть, мне кажется, с такой реакцией. Итак, дальше пойдет рубрика, в которой вы оба сильны. Я думаю, что вы оба любите читать. Да? Мы узнали, что любимая книга у Зарины – это «Портрет Дориана Грея». Есть ли любимая книга у Никиты? Ну, наверное, «Экзюпери. Маленький принц». «Маленький принц». У обоих прекрасные тексты. Я думаю, что каждый из нас когда-либо читал эти книги. И я вам даю подсказку, что нас ждет «Кот в мешке». Пожалуйста, обрати внимание на наш экран и посмотрим вопрос от 11-классника. Здравствуйте, меня зовут Василий Слава, я ученик 11 класса СУНС. И сегодня у меня для вас один вопрос. В известных былинах героями часто выступали богатыри, однако есть такой необычный герой, как Садко. Он был музыкантом, и на каком музыкальном инструменте он играл? Гусли. Гусли, на 0 секунд. Главное, Зарина так хотела Я ответить знала. и задумалась об этом вопросе. Возможно, вы читали, да, Да. эту былину о Садко. Курс 7 класса. Да, вот гусли, отлично. Хорошо. Следующий раздел обоим вам близок. Кое-кто там связан с этим разделом длительным пребыванием в хоре. Кто-то начал играть на гитаре, и, возможно, вам будут понятны эти вопросы. Поехали. Какой музыкальный инструмент сочетает в себе фортепиано и гармонь? Аркан? Как? Орган. Нет. Фортепиано Клавесин? и гармонь. Клавесин? Нет. Но вы были оба рядом. Аккордеон. Какой латиноамериканский танец покорил весь мир в конце 80-х? Еще есть такая попсовая песня 2010-х годов. Повторите вопрос. Да. Какой латиноамериканский танец покорил весь мир в конце 80-х годов? В 2010-х была такая попсовая песня. Я даю. Нет, не знаете? Первая буква, вот на это, что я показываю? Любовь. Какая буква первая? 3, 2, 1. Скипаем вопрос. Это ламбада. Это ламбада. Я пытался вам показать немножечко, но я и танцы, это, конечно, да. Так, перерыв между действиями оперы или балета? Антракт. Да, хорошо. Говорят, вы одновременно стукнули, подсказку дают, что Зарина получает здесь балл. Какой великий композитор написал много музыкальных произведений, даже когда потерял слух? Вот. Бетховен. Да.
Какая безумная реакция у ребят. Они так волнуются, как будто мы играем на нашу телестудию Якутия-24, а не на призы прекрасные, тем не менее, от Ростелекома и Северо-Восточного федерального университета. Последний 5-й вопрос в музыке. Как называется музыкальное сопровождение песен? Аккомпанемент? Молодец, молодец. Хорошо, хорошо. Интересный факт из следующего раздела. Знаете ли вы, что рыбы умеют считать до 4? Этот факт недавно подтвердили ученые и сообщили, что рыбы действительно умеют некоторые вещи считать, но только до 4. Как и, в принципе, я думаю, некоторые люди, которые давно не занимались математикой, но у вас таких проблем нет, я думаю, вы умеете считать даже до 10. Так, идем дальше. У нас царица наук. Это Математика. Это математика. Никита уже тянется к своему звоночку. Я думал, эта фраза будет. Итак, место, занимаемое цифрой в записи числа. Разряд. Да. Бежала 3 лошадей. Каждая лошадь пробежала 5 километров. Сколько километров пробежал ямщик? Нисколько. Нисколько, да. Потому что он не пробежал, а проехал. Может ли при делении получиться 0? Да. Нет. Да. Пример? 0 разделить на 2. И будет? 0. Какую часть часа составляет 20 минут? Третью. Кто пригласил этого человека к нам на студию? Давайте, пусть он сдает ЕГЭ и как 8-классник не присутствует. Да, я думаю, что мы переходим к 5-му вопросу. Внимательно слушаем. Единица массы драгоценных камней. Карат? Карат. Вот. После того, как мы все станем здесь суперизвестными благодаря тому, что, с одной стороны, Никита где-то прославится как ученый, а Зарина, возможно, откроет свою школу музыкального волейбола, где можно будет одновременно и петь, и играть в волейбол, я думаю, что Никита подарит Зарине кольцо в несколько карат. Это вот была такая длинная с моей стороны, конечно же, отбивка. Да. Маленький промежуточный итог. Как вы думаете, Никита, самый сложный вопрос для тебя? Ну, наверное, все-таки с поместьем в Бразилии. Фазенда. Фазенда. Может быть, нам стоит туда всем отправиться как-нибудь, да, и посмотреть на эту фазенду. Зарина, что самое сложное было для тебя? Про птицу, если честно, никогда не слышала такой род. Карастель? Да. Ну, это не воробей, не голубь, не ворона, конечно, мы его часто не видим. А самая сложная рубрика? На ваше мнение, самая сложная рубрика из тех, которые уже были? Самая первая. Самая первая? Ну, наверное... Общие, логические вопросы. Да. Да? Никита? Я не могу выделить самую сложную рубрику. Все легкие. Ну, Так. есть что-то сложное, но они примерно одну по сложности. Одни. А кот в мешке, как вы думаете, вопрос легкий? Ну, да. Да. Пожалел 11-классник, вас задал такой простенький вопрос. Может быть, ему стоило спросить, что это был за герой? Или вы бы ответили, что Садко? Ответили бы. Ну, ответил бы, наверное. Мы в музыкальной школе также посетили год. Мы передадим ваши пожелания, чтобы вопросы были посложнее от 11-классников, да? Но про былины, например, вы знали, что был такой богатырь Вольга. Слышали про такого богатыря? Да. Он был известен тем, что он был такой противоречивый богатырь. Он, во-первых, брал деньги за свои подвиги, да? Да. И иногда был таким вредителем другим богатырям. Ну, молодцы. Интересный факт, который подскажет, что нас ждет дальше. С 9 по 16 век в Англии существовал закон о том, что каждый мужчина должен стрелять из лука. Что за рубрика? История. Готовы? Да. В старину на Руси она считалась символом мужества, а в начале 18 века за нее уже наказывали. Что это? Повторяю вопрос. В старину на Руси она считалась символом мужества. А в начале 18 века за нее уже наказывали. Это внешний признак? Да. Борода? Обоим засчитаем очки, No. мне кажется, они одновременно, значит, успели. Борода как будто начала Зарина говорить раньше, до того, как стукнула. Никита же целеустремленно и молча потянулся к кнопке. Второй вопрос. Раньше купцы состояли в гильдиях, а за недостойное поведение их оттуда изгоняли. И появилось такое слово. Когда человек вне гильдии, появилось такое слово.
То есть они состоят в гильдиях, они молодцы. Но если они плохо себя ведут, их оттуда выгоняют. И появилось слово, где есть что-то от гильдии. Если вы ничего не будете делать, вам родители скажут: ах ты! 3, 2, 1. Нашим... Да, Разгильдяй. разгильдяй. Потянулась, зависла, раздумала. Я хотел сказать, что они не вспомнили, потому что их родители никогда так не называли. Явно эти те самые умники и умницы, которые и посуду помыли, и в хоре спели, и на все кружки сходили, и по всем предметам 5. Или же какие-то бунтарские качества внутри прячутся в этих глазах добрых. Вижу, блестят глаза. Итак, третий вопрос. Древние японцы считали, что когда сом ударяет по воде хвостом, сом, что происходит? Землетрясение? Ничего себе, в Японии? Что там происходит? Отталкивайся от этой подсказки. Он пол ответа дал. Сом бьет по воде, и происходит... Наводнение. Ну, засчитаем, да. Цунами, наводнение, в принципе. 4. В начале 18 века Александр Селкирк был высажен пиратами на необитаемый остров. Прообразом какого героя явился он? Повторяю. Вот 18... Робинзон Крузо? Да. Это действительно произведение написано на реальной основе. Вот вам, кстати, вопрос из литературы, затесавшийся в историю. В старинных рукописях, 5 вопрос, это море часто называли русским морем, так как находилось оно, заключало в себе огромное количество русских судов. За выход к нему Россия воевала много раз, но вернула его только в 18 веке. Балтийское море? Нет! Ой. Японское море. Нет! Вы с ума сошли! Черное море! Вы что, за него много раз боролись? Ну, Балтийское море только при Петре Первом взяли. Ну вот, а здесь вот в 18 веке только полностью вернуло к себе. Вот. Вспомните, да, когда они говорили там «иду на вы», и когда прибивал он свой щит, доказывало, что русские воины были мореходцами. Так, ну, я так понимаю, история тоже показала зубы немножечко вам, да? Хотя вы, конечно, большие молодцы. Интересный факт. Самый высокий баскетболист в мире, как вы думаете, с какой страны? Бразилия? Нет. Соединенные Штаты Америки. Нет, Китай. А. Некто Сун Мин Мин, как легко запомнить, Мин Мин, да? Его рост 236 сантиметров, вес при этом 152 килограмма. Если бы он снимался здесь, камеру пришлось подстраивать бы под него отдельно, чтобы он нам здесь крышу не снес. Поэтому баскетбол, я так понимаю, это не ваша основная стезя, да? Гитара, хор, волейбол. А когда мы видим этих 2-метровых людей, мы думаем, как им живется в быту, как они влезают в машины, как они садятся на свои стулья. Какая рубрика нас ждет? Спорт? Да. Первый вопрос. Назовите средства закаливания человека. Именно название или способ? Как, да, способ закаливания человека. 2 хотя бы. Охлаждение в холодной воде. И... Какой еще? Еще один назови. Подожди, Никита, она не закончила ответ. Ну вот, кроме облился холодной. А как еще он может закалиться? 3, 2, 1. 0,5. Засчитаем пока зрение. Есть ли у Никиты добавления? Ну, наверное, да, в холодной воде и бег. Ага. Бег? Ну, Закаливание? Нет? наверное, наоборот, в горячей воде. В горячей воде. Ты думаешь, как в той сказке, где кипяток, ледяная вода, молоко. Ну, по крайней мере, судя по тому, что у меня здесь есть, я не буду спорить с этими фактами, человек может закаливаться, находясь на солнце, без одежды. Ну, да, но при этом, я так понимаю, это должна быть какая-то холодная все-таки примерно время года, потому что закаливаться можно и так. Но мы засчитаем Зарине здесь. Какому спортсмену нежелательно иметь открытое лицо? Какой спортсмен закрывает лицо? Фехтовальщик? Либо хоккеист? Кстати, фехтовальщик надо бы засчитать, хотя у меня здесь другое тоже есть. А у какого Зарины был ответ? Ну, если это бегуны именно в каких-то стезях своих. Кто? Бегуны. Бегуны? Ну, он, в принципе, сильно-то и не закрывает. Был какой ответ? Был боксер.
Но я думаю, фехтовальщика мы засчитаем Никите. Как говорится, век живи, век учись. Третий вопрос. Как называется вид легкой атлетики, включающий в себя несколько легкоатлетических других видов? Это когда чего-то много, туда входит вот сюда, в одно слово. Вид легкой атлетики. Сложный вопрос, мозги вскипели, я вижу. Биатлон? Нет, нет. Это не легко. Вид, куда входит несколько других видов. Много чего-то там, много. 3, 2, 1, многоборье. Смотрел, я там дал легкую подсказочку. Так, какое самое высокое спортивное звание в мире? Мастер спорта? Нет, нет, чуть выше есть. Волейболистка стоит, смотрит в сознание свое. Вот что Давай. Выше мастера спорта же было. Я думаю, ты справишься. 2 слова там. Мгм. Какой-то... Да, Россия там уже не может участвовать сейчас, но когда-то там у нас было много. Олимпийский чемпион? Олимпийский чемпион. Олимпийский чемпион. Так, и давайте так. Я назову фигуры, одну пропущу в шахматах. Какую пропустил, нужно нажать и сказать. Готовы? Хорошо. Пешка, конь, уже занесли свои руки, ладья, ферзь, слон. Король? Да. Выдержал трагическую паузу, простите меня за нее, да? Но я видел, какое напряжение было в глазах и в руках наших участников. Только я вижу их дрожащие руки. Могу вас похвалить, вы молодцы. Это была наша последняя рубрика. Прежде чем мы узнаем, могучий голос подскажет мне, у кого больше баллов, да, в голове, мы узнаем, давайте, что из всей нашей игры запомнилось вам больше всего. Зарин. Ну, сама игра очень хорошая, развивает так кругозор. Узнала много нового. И вот все-таки про Бразилию это был такой интересный вопрос. Фазенда. Да. Запомнилось. Да. И карастель, я так понимаю. Надо будет тебе записать, прийти. Карастель и Бразилия. 2 новых слова. Никита? Самое интересное, наверное, было все-таки про спорт. Там спорт. тоже много чего надо было узнать. Да, теперь мы знаем, самый высокий баскетболист находится, да, не в США, не где-то. А в Китае. А в Китае. А в Китае. У нас сегодня замечательные призы. Конечно же, книги. Если ребята настолько любят литературу, я думаю, они оценят. У нас, во-первых, это «Удивительный Дальний Восток». Чудесно. И «Сказки о солнце». Да. Я думаю, что такой солнечной, яркой девушке, как Зарина, мы подарим «Сказки о солнце». Спасибо большое. А Никита, как такой пытливый ум, больше пусть узнает об удивительном Дальнем Востоке. Спасибо. И, наконец, пришло время подвести итоги и сообщить, что с некоторым отрывом Никита вырывается вперед. Пожмите друг другу руки. Поздравляю. Спасибо большое. Вы большие молодцы. Сегодня мы выяснили, кто наш эрудит. Пожелаем ему удачи в столкновении с умными, с пытливыми, сообразительными и начитанными ребятами в нашей передаче «Эрудит» на телеканале «Якутия-24». Мы прощаемся с вами, но ненадолго, всего на неделю. Я думаю, за эту неделю вы успеете прочитать интересное, узнать новое, как и наши ребята. Спасибо. А меня зовут Эверстов Максим. Я желаю вам всем обрести за эту неделю новую любимую книгу, что-то узнать новое из интернета. Любите жизнь, читайте книги. Всем пока.